Навряд ли вы поверите, но полномочный представитель президента Российской Федерации Матовников, у которого в кабинете, в котором мы встречались, на второй день через Евкурова извинялся передо мной за его очень неуважительное отношение к ингушскому народу, не ко мне. Вот такая была встреча. Мы сказали, что мы располагаем множеством документов, свидетельствующих, что земли, передаваемые Чеченской Республике, являются исконными ингушскими землями, и действия как главы Республики Евкурова, так и депутатов Народного собрания антиконституционные, незаконные. Вот передо мной лежит бумага, где указано 9 пунктов нарушений Конституции Республики Ингушетия, федерального закона и законов Республики Ингушетия были допущены главой Республики и Народным собранием нашим при принятии, подписании соглашения о границах с Осетией, с Чечней, и утверждении этого соглашения на сессии нашего Народного собрания. Поэтому мы сказали то, что есть в дипломатичной форме, но нам пытались дать понять, что вот что мы, администрация президента России, хочет, то и будем с вами делать с народом все. С такой позицией, с таким подходом мы никогда не согласимся, чего бы нам это не стоило. У них, как вам показалось, у них было осознание того, что они поступили неправильно? Раз он на второй день они извинялись передо мной, значит, они поняли, что этот поступок не красил их. Люди с такими должностями, с такими званиями, с такими заслугами, герои Российской Федерации, так говорить, как они с нами разговаривали, не должны быть. Скажите, вот сами, всем известный факт, что Октябрьский митинг длился 2 недели. Вот людей, простых граждан, что заставило прийти на митинг? Они по призыву Ужахова, Барахоева, других пришли туда, или же по зову сердца? Как вам кажется? Вы как там оказались? Дело в том, что проблема территориальной реабилитации ингушского народа и установления границ Республики Ингушетия стоит уже со времени, во-первых, реабилитации и со времени образования Ингушской Республики. И народ постоянно интересуется, как развиваются события в этом направлении. К великому сожалению, органы власти Республики Ингушетия не реализуют права, предусмотренные им различными федеральными законами Конституции Российской Федерации. Видели ли вы выступления этих людей? И если да, о чем они говорили, к чему призывали вообще? На Октябрьском митинге там были. К сожалению, не помню, что говорили, кто из них присутствовал, я сейчас не помню, не могу уверенно сказать. Я знаю общее отношение всех присутствующих и не присутствующих к проблеме. Это решать все исключительно в рамках действующего законодательства. Мы постоянно призываем и своих коллег, и население нашей республики все решать в рамках действующего законодательства, ни на какие провокации не поддаваться, что все равно настанет день, когда органы власти страны повернутся в сторону ингушского народа и посчитают необходимым восстановить его нарушенные права. Скажите, пожалуйста, свидетель, вы знаете, в чем обвиняются наши подзащитные? Насколько я знаю, 2 таких момента – это организация применения насилия в отношении представителей органов власти и организация экстремистского сообщества. Но это меня вообще шокирует. Вот, коль вы их знаете, как вы можете их охарактеризовать и что вы думаете по поводу этого всего предъявленного? Я считаю, что это полный абсурд. Я знаю детали, я беседовал с многими участниками этого митинга, чтобы узнать истину, что там произошло. Участвовавшие в этом митинге люди никаких нарушений действующего законодательства не допускали. Они, воспользовавшись статьей Конституции Российской Федерации, дающие право гражданину свободы выбора места пребывания, остались там в Магасе, на своей исконной родине, в столице своей республики Магасе, на том месте. И их подтверждают многие, что на момент начала того конфликта, который там произошло, там буквально было 40-50 человек. Только после того, как бросили гранату там, силовые структуры, после этого начали сбегаться люди, съезжаться и так далее. Поэтому никаких оснований в соответствии с действующим законодательством
у органов власти, и тем более у силовых структур, применять к ним силу не было, потому что от этих людей никакой опасности не исходили. Митинг не продолжался, ночной покой этих жителей Магаса не нарушался, движение не перекрыто, никому никаких претензий не предъявляли, ни в отношении ни одного из этих людей протокол даже об административном правонарушении не составлялся. Вот передо мной лежат документы из законов, из уголовного процессуального кодекса, там, из закона о полиции, где сказано, в каких случаях можно применять силу. Так вот, силу применили для того, чтобы спровоцировать этих людей на ответные действия. Участники митинга, ваша честь, рассказывают, что не давали силовые структуры не уйти, не зайти туда. Хотя, говорят, вот цель была прекратить вроде какие-то противоправные действия. Было все перекрыто силовыми структурами, чтобы этих людей захватить, зафиксировать, вот сюда посадить этих невинных людей. Какие настроения вообще в русском обществе касаемо этого процесса и касаемо вообще предъявленного обвинения нашим подзащитным? Люди расценивают это событие как произвол. Люди говорят так, что пытаются таким образом, посадив этих людей на скамью подсудимых, запугать народ, показать им бесправие имущества народа в этом государстве и сказать, что для других показать, что если вы вздумаете митинговать или противоречить действиям органов власти, то вас ждет то же самое. Вот таково отношение населения республики к этому событию и вот к тому, что они находятся на скамье подсудимых. Спасибо, у меня нет вопросов. Вообще вот индусское общество, да, вот у нас, мы граждане России и все такое, но у нас есть свои особенности. Женщина у нас может быть лидером вообще протеста? За женщиной могут у нас пойти вообще мужчины? Ну, наши женщины, насколько я знаю, никогда и не пытались быть лидерами протеста. Это они не позволят себе даже? Ну, конечно, это их воздержанность и все прочее, да и мужчины особенно им не позволят, я имею в виду члены семьи, муж, брат там и так далее, кто в семье, он не позволит при наличии большого числа людей, мужчин, которые могут всю эту работу выполнять. А у вас вот есть сведения, что, например, обвиняемая Саутиева организовывала митинги, какие-либо акции, собирала людей, либо организовывала насилие там, в отношении сотрудников полиции? Когда я узнал об этом, что ее обвиняют в организации чего-то, я начал интересоваться, что же там произошло на самом деле. Вот из той информации, которую я получил, никаких действий по организации сопротивления там, и так далее Зарифа не принимал. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что всех практически знаете. Муса Мальсаков знаком вам? Вы знаете, это интересная была ситуация. Где-то 2006 или 2007 год по телевидению Республики Ингушетия показали мероприятие по организации общественного движения. Проводил его Муса Мальсаков. И я был удивлен тем, как он демократично, так, знаете, добродушно все вопросы, которые решал. И я сам пошел к нему тогда. И с тех пор мы общаемся и много раз встречались. Никогда я не видел в его действиях что-то неправильное, неэтичное, тем более противоправное. Скажите, замечали ли вы за ним какие-то радикальные вещи, да, радикальные настроения экстремистского толка или что-то такое вообще, что-то подобное? Ну, вы знаете, это я просто удивлен, если кто-то его пытается обвинить в этом, то он очень глубоко ошибается. Никаких радикальных идей, как я вам сказал, все стремление было все делать порядочно, открыто, как положено, демократически. Известно ли вам о общественных проектах, которые были реализованы под, допустим, эгидой Мусы Мальсакова вообще в республике? Вы знаете, было очень приятно осознавать, что центральный аппарат Красного Креста назначил его заместителем председателя Красного Креста по Северному Кавказу в связи с тем, что он организовал множество благотворительных таких акций, связанных с оказанием помощи
значит, бедным людям, больным людям и так далее. Я знаю, что множество, я в детали туда не лез, но я, когда приходил к нему, я видел, сколько там приходили по разным вопросам, и он мне рассказывал, что вот этот проект мы реализуем. Это было у него в проекте. Замечали ли вы за ним когда-нибудь рвение, допустим, к власти, допустим, участие в каких-то политических баталиях, вот за весь период общения? Я считаю прекрасный пример того, что у него таких рвений не было, то, что он спокойненько сложил полномочия депутата Народного собрания Республики Ингушетия. Если бы у него были карьеристские устремления, он бы оттуда не ушел. Тем более к нему глава республики как лично к нему относился, вроде бы, насколько я знаю хорошо, и никаких оснований лично какой-то неприязни у него не было.